Я, ты, он, она. Вместе дружная семья. Раньше песни несли высокое значение, даже в них раскрывали смысл многих жизненных тем. Сегодня мы встретимся с одной очень необычной семьей. Собственно, если взглянуть мельком, все как и у многих. Дом, родители, взрослые, дети. Суть раскрывается далеко не сразу, да и не всем. Настолько сумели создать здесь атмосферу постоянства, тепла, уюта. Дом. С большой буквы. Это слово имеет огромное значение для всех его обитателей. Чем является для вас дом? Дом является... Это родительский дом, это особое место, но этот дом, это даже не родительский дом, это родовое гнездо. Это место, где я черпаю свои силы. Потому что этот дом принадлежал еще моей покойной прабабушке. То есть он достаточно с историей. Богатая история. Считаете, что это вот... Да, место силы. И оно действительно помогает. А как же, абсолютно. Самое необычное в этой семье то, что Светлана и Анатолий, родители Саши, сумели из сложной ситуации, сложившейся волею судьбы много лет назад, построить свой мир, где каждый из членов семьи играет огромную роль, имеет свою незаменимость. Когда-то совсем еще молодые Анатолий и Светлана решили создать семью. Задумку выполнили. Спустя время на свет появился долгожданный сынок. А спустя еще время малышу ставят диагноз – ДЦП. С этого времени жизнь потекла по своему сценарию, разделив все на «до» и «после». Дети – это наше счастье. Когда появился Саша, мы все очень радовались его появлению. Но когда вот столкнулись с тем, что вот у него такое получилось заболевание, это нас, конечно, очень сплотило. Вот мы как-то выстояли, уперлись коленами в кровь, нервами, как проволокой, зажали остальные мысли, чувства, желания. Это все потом. Сейчас борьба. Как сказать, что мы не испугались того, что вот нам сказали вот его диагноз. А мы, наоборот, начали бороться с этим. Старались помочь ему. Конечно, и лечили, ездили во многие города. Спустя время поняли, надо не бороться, а принять. И принять – это не сдаться, это все то же самое, но совсем по-другому. Мы не знаю, как это у нас все шло так вот спокойно. Все. Не было ни дерганий. То есть приняли? Да, приняли, конечно. И все пошло, потом мы начали заниматься всем. Ездили в Неревре, там. Саша у нас пошел где-то в 7 лет пошел он было. А так он все, говорится, он проходил всего на руках его таскать его. А вот в Неревре пошел он. В 7 лет? 7 лет пошел, да. Он. Первые шаги, получается. Да, первые шаги, получается, пошел. Потом вот школа. В первую очередь, когда он стал подрастать, стали ему стараться дать образование. Это у нас было первостепенной задачей. Как бы нам трудно не было, в то время ни машин не было, ни такси. И вот папа на руках иногда его носил. И мы вот взялись за его обучение, занимались дома. Значит, в первый класс, когда Саша пошел, сначала в школе, как приняли ребенка, который инвалид. Естественно, на него все внимание обращают, да, и нам предложили обучение на дому. Но это
в свою очередь, мне кажется, дало больше плодов. Он стал и заниматься же самообразованием, и еще педагог очень попался нам хороший. Она очень регулярно с Сашей занималась, Людмила Павловна Большедворская. И я считаю, что она внесла большой вклад вот в выборе его профессии. Потому что она как-то вот всегда наставляла: ты, Саша, можешь большего достигнуть, старайся там, вот, да, стихи вот он учил. Писать пытался даже немножечко, рассказы. Ну и вот так вот. И нам, конечно, очень трудно было верить, что когда-то у Саши будет выпускной даже, потому что ребенок же дома, инвалид, как вот что, да? Но тем не менее это все произошло, и мы счастливы за то, что мы были на выпускном в школе со всеми ребятами. Вот потом, значит, после окончания школы, конечно, выбор профессии, да? Тоже очень трудно было, куда пойти учиться, какую профессию выбрать. Ну вот так сложилось, что из-за того, что вот Саша постоянно с детства с книгами занимается, видать, по мере своей возможности, усидчивости, да, и поэтому выбор был один: библиотечное отделение Арктического государственного университета, и это института в Якутске. Вот, тоже, но поступить одно, надо еще и учиться было. Конечно. Ага, учиться тоже было нелегко, потому что мы 2 раза в год с ним ездили на сессию. Ездили и на самолете, и весной, получается, летом на водным транспортом. И бывало, что и на машине ездили. Как-то один раз и автобус атыповский шел, и вот мы ездили. Конечно, это трудности же все. Или был такой здоровый ребенок, да, или которому нужна помощь, да, где-то в чем-то. Ну вот, тоже счастье наше было, получил, когда Саша диплом. Все удивлялись. Совместная победа. Ну, победа всей семьи, я считаю. Победа даже не в этом, а в том, что Саша вырос абсолютно здоровым духовно. Возможно, в этом секрет, что лечение помогало, а еще безоговорочной любви к ребенку родителей. Любви мудрой, в первую очередь, образование. То, что дает возможность быть самостоятельным при любом раскладе и социализированным, не ушедшим в свои проблемы. Закончив институт, Саша устроился на работу. Книги – это часть его жизни, и не только как работа. Со временем он открыл в себе новые возможности – слово. То, что копилось в уме и душе с юности, вылилось в рифмы, потом в стихи, и еще позже в песни. Началось это все неожиданно для меня. Началось это теперь уже в далеком в августе 2012 года. Когда я понял, что я уже не могу не записать приходящие на ум строчки. Конечно, поначалу получалось не так, как хотелось, но мне во многом помогли и магаданские поэты, что-то подсказывали, советовали. И первая песня была написана на мои стихи цыганской такой тематики. Я до сих пор помню дату ее рождения. Это было 31 июля 2020 года. Саша с самого детства был близок к творчеству. С юных лет он принимал участие в конкурсах, занимая там призовые места. Выразительная декламация особенного ребенка удивляла и вызывала глубокое уважение. Петр Бернов, частица России. Багульник на сопке зацвел городской, и снова душою я молод. А в утренней дымке встает над рекой Алекминск, старинный мой город. Судьбе благодарен за этот расклад, за то, что родился на Лене. Здесь головы кружат весною девчат, черемуха в белой кипении. И путь городок наш совсем небольшой, он тоже России частица. И дружбу он ценит превыше всего, умеет и петь, и трудиться. Вновь белой ночью мне спать не дают, вновь сердце поет от волнений. Я родиной милою детство зову, Алекминск, мой город на Лене.
Тогда же мы познакомились и со всей семьей Александра, в том числе с младшим братом Павлом. Эта особенность еще раз показывает огромное значение семьи. Братья с самого детства крепко привязаны друг к другу. Не без споров, но на то и семья. Саша у нас любит компанию, праздники, чтобы были дети, веселье. Бегать. Вот его Мария Алексеевна Фонтовна говорила, детский центр-то летом работает, Да. отдайте Сашу с ночевкой. Мы говорим, мы без него не сможем. Я уже не могу себе представить без Саши. Днем его нет, у нас тишина, чего-то не хватает. Вот рыбу поймал. С ребятишками. Видите, он постоянно в компании вот детей находится. Постоянно около него дети. Вот так. То, о чем думает Саша, ложится в основу его стихов. Они разные, у каждого своя история. Свою аудиторию в силу особенностей он нашел в WhatsApp-группе. Там же встретил единомышленника, который и помог обратить стихи в песни. Стал увлекаться больше написанием песен. Это своего рода совсем другой жанр, более интересный, более глубокий. Ну вот сейчас готовим к выпуску несколько песен буквально. Я работаю с багрянскими музыкантами. Я с ними работаю уже больше 3 лет. Так получилось, что в 2020 году меня пригласили в группу «Поэты Колымы». И там я на свое счастье познакомился с гениальным, я считаю, композитором, музыкантом Николаем Васильевичем Ивановым с поселка Сокол Магаданской области. И вот на протяжении 3 лет мы с ним уже записали где-то около 40 песен. 40 песен. Да, около 40. Ну, сотрудничество продолжается, и поэтому я не останавливаюсь. Вы пишете стихи? Да, пишу стихи, публикую в этой группе. И если кого-то заинтересовывает, они мне присылают аудиовариант. Ой, метет метелица, ой-ой-ой, а за печкой греется домовой. Елочка пушистая во дворе, и домой не хочется, детворе, и домой не хочется, детворе. Как снежинки кружатся на ветру, и навстречу празднику я бегу. Сколько в глазах радости и добра, и звенит струной гитара до утра, и звенит струной гитара до утра. Новый год, скоро чудо вновь случится. Новый год, и мечта осуществится. Новый год, всем подарки до рассвета. Новый год, не забудем мы все это. Новый год, не забудем мы все это. К нам идет с подарками Дед Мороз, что несет в мешке своем. Вот вопрос. Есть тема, говоря о которой Саша особенно волнуется. Тема подвига, тема Великой Отечественной войны. И переживается она им глубоко. Эта тема Великой Отечественной войны абсолютно святая, я считаю, тема, которая не может не вдохновлять до сих пор. Так как у меня в семье было 3 инвалида войны. Это дедушка? Это 2 дедушки, прадед. И, получается, младший брат моей прабабушки, он пропал без вести. Вот
ему как раз и посвящено стихотворение, где есть на выставке полсотни дней шла огненная битва. Это о Курской битве именно. Потому что в семье до недавнего времени была легенда, что Лев Моисеевич участвовал именно вот в Курском сражении и пропал без вести. Но по недавно выясненным мной обстоятельствам выяснилось, что невозможно, он погиб 7 апреля 1943 года. Это где-то под Ржевом. Но поиски продолжаются, потому что в свое время я пообещал своей покойной уже бабушке, что я его обязательно найду. Авторское стихотворение Александра Пшенникова «Этой битвы мы помним раскаты», читает автор. «Этой битвы мы помним раскаты, что гремело бронёю звеня. Уходили в бессмертие солдаты, защищая страну от огня. Не забыть нам бескрайнее поле, как фашистские танки горят, и в атаках солдатская доля до сих пор нас зовет на парад. Вся земля, ты огнем полыхала, вся изранена в битве святой, гром орудий и скрежет металла. Никогда не забыть этот бой, никогда имена не забудем тех ребят, что под Курском легли. Гордятся и помнят вас люди, поклон вам до самой земли». Не менее трепетно говорит он и о современных событиях. Специальная военная операция для него не пустой звук. Сейчас там родной младший брат Саши, Паша. Всей семьей здесь ждут его. Это мой младший брат. Извините. Паша. Он сейчас на территории находится СВО. Тоже нас. Вот с ноября месяца. То есть вот он, получается, также на защиту. Да, так же на защиту. Как он относится к этому? Ну, говорит, раз надо, значит надо. Да, еще младший сынок наш любимый тоже сейчас на СВО находится он у нас. Но он у нас еще учится. Вот в январе, в конце отпуск ждет с нетерпением. Заканчивает Московский международный университет. Юрист будет. Вот. 2 брата. Обожают друг друга. Но иногда балуются, как маленькие. Да что? Ну, рады, конечно, когда приезжает. И волнуемся за него. Ждем. Каждый день, вот когда возможно сесть с ним, переговорить или написать. Конечно. Волнительно очень. Но ждем. Желаем всем ребяткам, чтобы все вернулись домой, чтобы все здоровые были, живые, самое главное. И, конечно же, это было бы невозможным не выразить так, как умеет Саша. Опять на фронт уходят добровольцы, России нашей верные сыны. С победой возвращайтесь, полководцы, спокойные, чтоб детям снились сны. Опять на фронт уходите, ребята. Когда России угрожает враг, Россия, мать, молись ты за солдата. Скорее, чтоб погас войны очаг. Россия, мать, молись ты за солдата. Скорее, чтоб погас войны очаг. Опять на фронт, как прадеды когда-то, и мамочка помашет след рукой. Дай Бог вернуться целыми ребятам, дай Бог вернуться каждому домой. Дай Бог вернуться целыми ребятам, дай Бог вернуться каждому домой. Опять на фронт, где краски в черно-сером. Опять на фронт уходят добровольцы, России нашей верные сыны. С победой возвращайтесь, полководцы, спокойные, чтоб детям снились сны. Опять на фронт уходите, ребята, когда России угрожает враг. Россия, мать, молись ты за солдата, скорее, чтоб погас войны очаг.
Опять на фронт, как прадеды когда-то, и мамочка помашет вслед рукой. Дай Бог вернуться целыми, ребята, дай Бог вернуться каждому домой. Опять на фронт, где краски в черно-сером, где пули и гранаты не щадят. Для каждого их прадед стал примером, и память о тех подвигах все чтят. Вот такая семья, которая сумела воспитать 2 замечательных сыновей. Не просто поставить на ноги, а привить чувство веры, справедливости, любви к людям и жизни. Как же это удалось? Какой у них секрет? Семья, я считаю, что в первую очередь это основано на любви, да, на благосостоянии, на доверии людей в семье. Чем крепка семья? Любовью? Вот это я считаю так. На ваш мужской взгляд, что главное в семье? Для семьи главное. Ну, это взаимопонимание и любовь, конечно. Больше всего-то. Понимать друг друга. Вот это я думаю. Ну, в любой семье бывает, ругаются, мирятся. Ну как мы без этого? Конечно, мы при детях же, как мы не кричим, конечно, друг друга. Ну, так бывает, конечно, что вот, так вот. Это не без этого, конечно, но это у нас так вот. Ну, это как человеческие нормальные Да, отношения. человеческие отношения. Наверное, так оно и должно А потом, быть. А так у нас не было, то, что мы там на ребят там кричали, там что-то, нет, такого не было. Что вы считаете для своей семьи победы? Какие были победы в вашей семье? Победы были у нас, это когда, вот первое, когда Саша пошел, когда он закончил, и когда поступил, это в институт поступил и закончил институт. Общая победа всей семьи, каждого из ее членов. Здесь, в этом доме, удивительно тепло. Тепло в сердце. На небольшой елочке играют огоньки. В доме нет ничего лишнего, и каждая вещь говорящая. Она может рассказать историю этой семьи. Каждая вещь дорога событиями, воспоминаниями. Весь род готов прийти на помощь и встать рядом. Может, именно поэтому Саше всегда есть о чем и о ком рассказать. За его плечами века опыта предков. Красота родного края, увиденная и сохраненная на генном уровне. Чему радуетесь вот вы, допустим? Всему тому, что я живу. Это уже счастье. Тому, что рождаются новые песни. Знаете, вот недавно, сколько уже, год назад, мы написали песню с Марией Дмитриевной Ларионовой «Дурман Черемухи», которая единственная пока в моей коллекции, записанная в профессиональной студии Дархан Про и исполненная автором-исполнителем Марианной Макаровой. Она даже включила ее в свой репертуар. Это для меня большая честь. А есть эта песня? Да, я сейчас включу. Черемухи закружит жизнь мою. На гитаре старенькой мотив я повторю. Ты звени струною, юность быстротечная. Где же бродишь ты, любовь милая, сердечная?
Черемуха, черемуха, цветами озаря, в мае распустилась, голову в кружак. Черемуха, черемуха, цветами озаря, в мае распустилась, голову в кружак. Да. Что вы можете посоветовать ребятам? Не падать духом. Как? В чем черпать? В самой жизни. Сама жизнь — это очень интересная штука. Вот и все.